Из 1 миллиона гектаров сельхозугодий республики используется лишь около 300. Если раньше по выработке лидировали Очхомартановский, Сунжинский и Грозненский районы, то сегодня они в конце списка. Подводя итоги года, были озвучены успехи и неудачи агропромышленного комплекса за 2014. Несмотря на высокие показатели, есть поле для роста, отметил Муса Дадаев. Отразился на сельхоздеятельности республики финансовый кризис. Если в 2014-м министерство участвовало в 28 направлениях госпрограмм, то в прошлом году только в 19. Несмотря на это, удалось привлечь из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей. Неблагоприятно сказался год и на отрасль растениеводства. Из-за известного нам засухи, каким он тяжелым был, поэтому в растениеводстве нам не совсем удалось добиться этих успехов. Но, тем не менее, индикаторы по закладке винограда, маточного поголовья овец и табунных лошадей, по воду мелиорированных площадей, жилья, водоснабжения, газификации нами были в полном объеме выполнены. Однако есть и хорошие новости. Юбилейная выставка «Золотая осень» оказалась для Чеченской республики урожайной. Госхоз Центаройский был награжден дипломом золотой медалью за достижение высоких показателей в селекционно-племенной работе в животноводстве. Сразу 4 медали, среди которых 1 высшего достоинства, получили специалисты, которые вывели новые сорта винограда. Золотой медалью за высокие достижения в области растениеводства по выращиванию элитного сорта пшеницы была отмечена продукция компании «Стандарт С». Ей же досталось и серебро в номинации «Экологически чистый продукт». Высшей наградой конкурса было отмечено правительство Чеченской республики. Сегодня состоялось награждение победителей выставки и лучших сотрудников по итогам ушедшего года. Зура Саламова, Джамал Хаджалиев. Новости.